Продолжает актуальное интервью. В СВФУ со следующего года экономистов будут готовить по дополнительной программе «Экономика и Data Science». Университет выиграл грант Минобрнауки страны и будет внедрять ее совместно с Высшей школой экономики. Как развивается рынок больших данных, каковы перспективы, в каких сферах специалисты в области обработки данных будут в скором времени востребованы. Об этом мы сегодня поговорим с Сергеем Рощиным, проректором Высшей школы экономики. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. И первый вопрос. Для чего студентам нужно изучать науку о данных? Данные, в первую очередь, это информация о совершенно различных процессах, которые могут происходить в любых сферах. Это касается как и физических процессов, так и социальных, так и информационных. И с этой точки зрения те специалисты, которые умеют анализировать данные, умеют применять различные инструменты анализа, это специалисты, которые востребованы для того, чтобы давать соответствующие прогнозы, рекомендации о совершенно различных процессах, которые происходят. В Высшей школе экономики работать с информацией, большими данными учат уже не первый год. Уже можно оценить результат этой работы? Я бы обратил внимание, что когда мы говорим о умении работать с данными, то надо выделять две группы специалистов. С одной стороны, есть специалисты в области, то, что называется компьютер-сайенс, компьютерной науки, науки о данных. И в Высшей школе экономики есть факультет компьютерных наук, где непосредственно готовят таких специалистов. Но кроме того, все то, что сейчас происходит с большими данными, заставляет работать с ними так называемых специалистов в предметных областях. Историков, юристов, экономистов, социологов, кого угодно. И очень важно, чтобы такие компетенции в работе с данными формировались не только у специалистов в области информационных технологий, но и у тех специалистов, которые как раз работают в этих предметных областях. В Высшей школе экономики мы студентов всех бакалаврских программ обучаем работе с данными. Мы начали 3 года назад такую программу, которую назвали Data Culture Skills, компетенции, связанные с работами с данных. И обучаем этому как специалистов в области информационных технологий, так и в различных предметных сферах. И это, собственно говоря, формирует сейчас их основные компетенции. То есть в других вузах работа с данными тоже востребована. Может быть, есть какие-то необычные, редкие специальности, где эти навыки тоже пригодятся и помогут? Я предсказываю, что сейчас не останется специальностей, где бы эти навыки не были нужны. Медицина, история, право, экономика, везде будут подобные востребованные компетенции и умения. СВФУ совместно с ВШ разработал новую образовательную программу «Экономика и Data Science». В чем новизна и как вы можете оценить ее в сравнении с уже существующими подобными программами? Это действительно новая программа, новая и даже для нас, для Высшей школы экономики. По сути дела, речь идет о подготовке специалистов из двух областей одновременно. Это специалисты, которые будут понимать экономические процессы, и одновременно они будут хорошо подготовлены с точки зрения инструментов, анализа данных, всего того, что связано с информационными технологиями. По сути дела, эта программа возникает на стыке. Она разработана вместе с коллегами в Северо-Восточном федеральном университете, но и внутри Высшей школы экономики ее разрабатывали коллеги с двух факультетов, с факультета экономических наук и с факультета компьютерных наук. В этом отношении это существенный шаг вперед в подготовке специалистов. Кто будет преподавать эту специальность, это новое направление? Хватает ли кадров преподавателей? Это очень хороший вопрос, потому что и опыт работы Высшей школы экономики и в Москве, и в других наших кампусах и филиалах говорит о том, что, конечно, специалисты в области компьютер-сайенс, информационных технологий – это очень востребованные специалисты. Они востребованы на рынке труда. И, как правило, это в большей степени молодые люди, которые имеют соответствующие компетенции. Преподавать будут коллеги в Северо-Восточном федеральном университете. Они в том числе пройдут переподготовку с помощью коллег из Высшей школы экономики. Но будут привлекаться и преподаватели Высшей школы экономики. И, может быть, поделитесь какими-то ближайшими планами на несколько лет, как будет работать вообще вот эта новая программа?
Первое – это программа, которая будет выдавать два диплома. Это диплом и Северо-Восточного федерального университета, и диплом Высшей школы экономики. Это совместная программа. С этой точки зрения не обязательно ехать в Москву для того, чтобы получать качественное образование в Высшей школе экономики. И мне кажется, это очень важный шаг, который делают наши два университета для того, чтобы развивать конкурентоспособные образовательные программы не только в столицах. Что очень важно, что эта программа должна быть связана с конкретными практическими проектами, и студенты должны учиться не только в классах, они должны взаимодействовать с работодателями, с теми проектами, которые существуют в окружающей жизни. Только так сейчас можно подготовить хороших специалистов. Сейчас большими данными активно пользуются банки, операторы сотовой связи, сфера торговли. Какие дальнейшие перспективы по его применению и как это отражено в госпрограмме «Цифровая экономика»? На самом деле, как я уже говорил, большие данные существуют везде. Образование – это тоже большие данные, потому что когда люди входят в цифровую среду, в виртуальную среду, остаются цифровые следы, и это тоже большие данные. Все то, что происходит, допустим, с персоналом на работе у работодателя, это тоже большие данные. И сейчас развивается очень активно то, что получило название People Data, работа с данными о персонале, предсказание возможных действий, вероятности увольнения, изменение производительности работников и так далее. Можно приводить любые другие примеры, потому что в современном цифровом мире визуальная информация, когда она оцифровывается, также становится большими данными. Поэтому востребованность больших данных мы наблюдаем сейчас в очень многих сферах. Образование, медиа, классические гуманитарные направления также преобразуются, потому что работа с информацией о прошлом, с текстами, с визуальной информацией – это также большие данные. Вернемся к вопросу также непосредственно об обучении. Какую оценку вы можете дать современному образованию в вузах именно вот в этом направлении? Если мы смотрим в целом российское образование, то у нас существуют хорошие традиции в области прикладной математики, в компьютер-сайенс, и есть очень хорошие университеты, где ведется сейчас подготовка на мировом уровне. Я не имею в виду только Высшей школы экономики, я могу назвать и ИТМО в Санкт-Петербурге, я могу назвать и МГУ, факультет ВМК, я могу назвать и физико-технический институт. И это вполне конкурентоспособное образование. Проблема только в том, что, как правило, мы говорим о подготовке специалистов в области информационных технологий. Как я уже говорил, важная задача, чтобы эти компетенции сейчас формировались не только у них. Цифровая экономика востребует данные умения, данные знания практически во всех сферах. Поэтому важно развивать программы на стыке предметных областей. Экономика и информационные технологии, большие данные, медицина, биоинформатика и многие другие. И вот это сейчас как раз одна из главных задач для российского образования, для того, чтобы подготовить таких специалистов. Если сравнивать с мировыми лидерами в этом направлении, Россия может ли конкурировать с ними в качестве именно образования? Ну и в Якутии, может быть, что нужно сделать для того, чтобы улучшить качество образования в этой сфере? Россия может конкурировать, и у нас есть тому подтверждение и примеры. Так скажем, наш университет Высшей школы экономики вот буквально сейчас, в феврале, начинает обучение по полностью онлайновой магистерской программе, которую мы сделали на английском языке, которая как раз посвящена науке о данных. И там начнут обучение студенты из совершенно разных стран мира, больше 20 стран. И эта программа, как мы увидели, востребована. Программа, которая предложена российским университетом. Есть и другие подобные примеры. Другое дело, что если мы говорим о всем российском образовании, то, конечно, оно неоднородно. И такие лучшие образцы образовательной деятельности нам надо развивать в различных университетах. И как раз та программа, которую мы делаем двумя университетами, создаст такую возможность и в Якутии, и в Северо-Восточном федеральном университете. Как быстро меняется образовательная программа в этой сфере? То есть очень быстро. Успеваем ли мы? Или очень быстро. Очень быстро. Это очень важная задача, потому что образование традиционно развивалось как скорее инерционная система. Современные изменения технологий, бизнес-процессов делают актуальным обновление образования очень быстрое. Поэтому любую программу, которую проектируешь, тогда, когда ее реализуешь уже и заканчиваешь, она должна быть изменена. Поэтому, конечно, образование должно поспевать за изменением технологий.
Есть ли в других вузах подобные образовательные программы, если брать, например, в Якутию или в других регионах, ближайших от нас? Но ту программу, которую мы сейчас проектировали и начнем прием на нее в 2021 году, я аналогов в России не знаю. А в чем ее конкретно отличие, может быть, от других программ, от каких-то подобных, может быть, программ? В том, что здесь действительно объединяются специалисты из двух областей. Объединяются и экономисты, которые традиционно тоже работают с анализом информации, но совершенно на другом уровне, с помощью других возможностей. Это как раз специалисты в области информационных технологий, компьютер-сайенс, анализа данных. В этом уникальность этой программы. Партнерами якутского проекта выступают такие серьезные структуры, как Корпорация развития Якутии и Алмаз-Аргенбанк. Значит ли это, что с трудоустройством у выпускников проблем не возникнет, и в целом, насколько востребованы такие специалисты сейчас на рынке? Мне кажется, что очень важно, что мы в эту программу входим с такими партнерами. Как я уже говорил, нельзя учить студентов только в классах. Их необходимо учить на реальных проектах, которые возникают, соответственно, в корпоративном секторе, в органах власти. И это как раз залог того, что программа, надеюсь, будет успешно развиваться. По поводу востребованности, мне кажется, что гарантией здесь является не просто кто партнер, а те компетенции, которые будут сформированы у ребят, у студентов, с которыми они выйдут на рынок труда. И с этой точки зрения у меня нет сомнений в их востребованности. Как долго длится обучение по этой программе? Мы начинаем бакалаврскую программу. Эта программа рассчитанная на 4 года. Будет ли оказываться какая-то помощь с трудоустройством, например, подготовленных специалистов, если они еще не трудоустроены по этому направлению? Как я уже говорил, в первую очередь гарантией хорошего трудоустройства является качество образования. Я могу сослаться, например, в Высшей школы экономики. Студенты, которые у нас учатся на факультете компьютерных наук, реально востребованы уже со 2-3 курса. У нас стратегический партнер этого факультета компания Яндекс, но реально проблем с трудоустройством нет никаких. Но вы можете сказать, что это Москва, но я обращаю внимание, что подобные технологии работы с различными цифровыми сервисами, возможностями, по сути дела, убирают границы. И с этой точки зрения у меня действительно нет сомнений в будущей востребованности. До следующего учебного года осталось не так много времени. Что предстоит еще сделать, подготовить для... Главная задача это как раз подготовить преподавателей. Потому что мы наблюдаем, что иногда молодые студенты осваивают новые технологии даже быстрее, чем коллеги старшего поколения. Поэтому переподготовка преподавателей Северо-Восточного федерального университета сейчас одна из главных задач, которые мы решаем 2 университетами. Сергей Юрьевич, спасибо за интересную беседу. Надеемся, программа будет реализована и удастся подготовить большое количество кадров. А я напомню, о развитии цифровой экономики мы говорили с Сергеем Орощиным, проректором Высшей школы экономики. Это было актуальное интервью. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.